Кадетского движения – один из приоритетных в реализации молодежной политики Коми. Сегодня об этом в Усть-Цильме, знакомясь с учащимися Кароворучейской средней школы, заявил глава региона. Здесь сегодня проходит обучение 156 человек. Все, кто с 5 по 11 класс, становятся кадетами. Сергей Гапликов отметил положительную тенденцию, что движение активно развивается не только в городах, но и на селе. К слову, за это время появились в республике и специализированные кадеты. Со школьных лет в Старожевске, например, готовят пожарных. На днях там состоялся первый выпуск. Программу дополнительного образования реализуют в школе при поддержке противопожарной службы Коми. Девятиклассникам вручили свидетельства, которые дадут преимущество при поступлении в образовательные учреждения МЧС. В церемонии приняли участие огнеборцы, кадеты Зеленца, Усть-Кулома и даже Воркуты. На линейке побывала и Ольга Коняева. Торжественно клянемся быть честным, верным и достойным звания кадет пожарных. Клянемся! Клянемся! Учиться и работать в условиях личного риска. Клянемся! Клянемся! Еще юные, пока только будущие кадеты пожарные присягают совсем не по-детски. Изучать военное дело, историю государства, любить родину, в любую минуту прийти на помощь ближнему, учиться выживать в чрезвычайных ситуациях. Пятиклассники уже понимают, это не просто слова. Я сегодня даю клятву, что буду служить России, помогать в школе и стану настоящим мужчиной. Кадет должен помогать старым людям, уступать девочкам, служить родине, ну и быть примером для всей школы. Пример для начинающих – кадеты-выпускники. Им уже вручили свидетельство об окончании курса. Командиру класса Жене Черевашко документ точно пригодится. Она планирует поступать в военное училище. Твердый характер, бескомпромиссность, успешность присущи ей с самого детства. Быть кадетом – это, конечно же, ответственность и трудолюбие. Надо стремиться к своей цели, добиваться ее. Слабым здесь не место. Здесь нужна сила воли. В Старожевской школе у ребят есть выбор – пойти в обычный класс или специализированный. Сейчас здесь больше 80 кадетов. Их день расписан по минутам. 8-15 развод, 7 уроков, потом дополнительные предметы. Строевая и огневая подготовка, военная история, этика, хоровое пение и даже бальные танцы. Шефы-огнеборцы вывозят детей на экскурсии, военные полевые сборы и дают первые навыки пожаротушения. Также показываем, как осуществлять можно тушение путем подачи пены. Дальше, путем огнетушителей, то есть первичных подручных средств пожаротушения. Ну и, в принципе, дети потом периодически на практике сами это потом пробуют, непосредственно в присутствии нас, как взрослых, и под нашим непосредственным руководством. Старожевская школа – это учреждение 3 в 1. Здесь еще детский сад и филиал Сыктывкарского автомеханического техникума. Дети приезжают со всего района. В планах открыть группы обучения на поваров и трактористов для школьников. Это позволит продлить дополнительную программу обучения кадетов. Выпускать их будут в 11 классе. Но для этого нужно реконструировать старый автодром. Сегодня он по новым требованиям ГИБДД не соответствует, поэтому требуется реконструкция. Это около 3,5 миллиона, поэтому задачу перед собой я ставлю такую, чтобы встретиться с главой, временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. Я думаю, что Сергей Анатольевич Гапликов должен поддержать эту идею. Есть и еще одна проблема. Закон о кадетском образовании в Коми вступил в силу еще в июне. Но финансировать ее, говорят педагоги, пока не начали. Не введены дополнительные ставки. К примеру, в Старожевской школе не хватает 3. Сейчас учителя просто делают доброе дело и варятся в собственном соку. Вот и на этот раз кураторы из других районов и даже Воркуты приехали, чтобы обменяться опытом. В массовых мероприятиях, когда собирались бы кадеты всей республики, проводили, я не знаю, такие же круглые столы руководители, которые бы выявили проблемы, которые есть в каждой школе, в каждом кадетском классе, в каждом кадетском корпусе целиком. Не только где-то поодиночке, а целиком. Такого, конечно, редко бывает и, скорее всего, даже вообще нет. По итогам круглого стола педагоги и огнеборцы приняли резолюцию, в которой отразили необходимые меры поддержки развития президентского направления образования в Коми. Документ отправят в Минобраз региона и главе республики. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Карткировский район.